привет, мои дорогие любители макияжа! Сегодня у нас мейкап туториал. Как говорится, будем чередовать теперь fashion и beauty. В общем, сегодня у нас мейкап туториал. В прошлый раз я использовала Soft Glam палетку от Anastasia Beverly Hills. Ее новая палеточка Soft Glam одним образом, то есть я использовала там фиолетовые цвета. На этот раз я попыталась использовать теплые оттенки с этой же палеточки, показать как бы другую версию. И в то же время хочу показать, как я обычно их ношу. Как вы знаете, я обожаю теплые оттенки, почти что... Кто меня знает хорошо, да, кто меня видит постоянно, они всегда знают, что я ношу всегда золотистые, теплые оттенки постоянно. И это и есть одна из причин, почему я купила эту палеточку, потому что я их буду носить, потому что я каждый день ношу их. Вот, хотела вам показать, как я обычно использовала бы, если я использовала мои цвета. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Хочу вам напомнить, если вы еще не подписались на мой канал, подпишитесь сейчас. И, конечно же, поставьте лайк, если вам нравится уже макияж, если вам нравятся эти 10 секунд, вот, уже поставьте лайк, чтобы заранее. А потом, если не понравится, сразу не понравился, скажите unlike, dislike. Так что давайте приступим. Ну и что ж, начнем, конечно же, по уходу за кожей. Вначале буду наносить сыворотку от Lancome Genifique. Я слышала, она очень хорошее средство против старения, можно сказать, против морщин. Короче, если хотите предотвратить, очень советую. Дальше буду наносить Sea Berry Oil от Fresh. Правда, буду наносить только в те места, там, где прыщики, потому что она антибактериальная, очень хорошо помогает. Дальше я буду наносить крем под глазами для черных кругов, всякое такое. Это у меня Sea Tango от Drunk Elephant. Я в последнее время этим пользуюсь и очень-очень довольна. Действительно помогает под глазами хорошо. И тот же бренд Drunk Elephant. Буду наносить крем от них. Он называется Peptide. По всему лицу хорошенько. Потом уже идет мейкап. Мы для мейкапа вначале наносим праймер. Праймер у меня Makeup Forever Smoothing Primer. А для тоналки использую Hourglass Vanish Stick. Карандаш, тональная основа, очень-очень, вы знаете, это мой самый любимый, я уже пользуюсь уже, наверное, 2 года. Постоянно покупаю, реально, очень-очень хорошая тональная основа. И, конечно, рассушевывая кисточкой от Marc Jacobs. Видите, как сглаживает красиво. Дальше идет консилер NARS, называется Custard, наношу только немножечко под глазами. Я заметила, если чересчур наношу, появятся морщины, так что, оказывается, нужно быть осторожным. Поэтому наношу только, внутренний угол. И рассушевываю кисточкой. Кстати, вокруг губ тоже сделала, чтобы так осветлить вокруг губ. Дальше наношу пудру для финиширования от Charlotte Tilbury. Потом же идет бронзер от Buxom. Бронзером, правда, я делаю контуринг, потому что моя кожа достаточно желтая. И, конечно, румяна от Tarte, которой постоянно пользуюсь, называется Party. И для хайлайтера буду использовать Milk. В последнее время я только этими пользуюсь. Мне кажется, я просто влюблена. Все такие, что на тебе на коже, что на тебе на коже? Вы можете видеть на инстаграме, я пользуюсь Милком. Вы можете сразу подметить. Итак, я здесь быстренько нанесла мои брови, потому что вы знаете, как я так делаю, так что решила пропустить. Но после того, как сделала брови, я буду наносить, конечно же, консилер, немножечко поточить под глазами. Вам не обязательно это делать, я просто так люблю, так что... От палеточки от Anastasia Beverly Hills наношу вначале цвет Сиена, именно рассушевочной кисточкой. Рассушевочная кисточка у меня от Morphe. Наношу на все подвижное веко и на внешний угол. Дальше идет цвет Mulberry, наношу маленькой кисточкой под глазами, потом наношу как подводочку. Это моя такая техника, чисто чтобы знать, куда я буду красить и рассушевывать. И наношу рассушевочной кистью на внешнем углу, как-то оттушевывая от внешнего угла внутрь и как-то соединяя друг с другом. Дальше наношу Cypress Amber, чтобы немножечко сделать потемнее, точно так же на внешнем углу. Это вот мои любимые цвета, которые я обычно наношу каждый день. Я обожаю чуть такие оранжеватые цвета. И я здесь быстренько консилером делаю cut-crease, наношу, чтобы как-то осветлить на внутреннем углу и рассушевываю пальцем. Дальше идет цвет бронз. Бронз буду носить пальцем, потому что таким образом под глазами не будет сыпаться. Я обычно люблю пальцы использовать. Не знаю, так больше можно контролировать, что происходит. Итак, я здесь наношу карандаш под глазами на верхней части, там где frame line, как бы между ресницами. И наношу, конечно же, мой тушь, то, что называется Burn and Sex. А вот для помады буду использовать цвет карамелла от Stila. И сверху буду наносить Stila Glitter
Это как такой блеск, типа матовый блеск, который можно носить сверху помады, и она делает тебе, как будто бы у тебя блеск на губах, но на самом деле матовая. Вуаля! Видите, как красиво, не знаю, очень-очень влюблена. Ну что ж, ребята, на этом все. Спасибо огромное, что досмотрели мое видео до конца. Если вы досмотрели, вы большой молодец. Не забудьте поставить лайк, если вам уже нравится это видео, а мы с вами увидимся на следующем видео. Пока-пока!